Наш эфир продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Два работника водоканала погибли в центре Якутска. Следком возбудил уголовное дело. Лесные пожары мешают движению на федеральной трассе Колыма. Озвучим свежую сводку. Природа Якутии на страже красоты. Ученые СВБУ изобрели формулу антибактериального туалетного мыла. По факту гибели работников водоканала в канализационном коллекторе Якутска следком возбудил уголовное дело. Напомним, накануне вечером двое сотрудников компании проводили подготовительные работы перед промывкой трубопровода канализации. Специалисты вскрывали запечатанные колодцы. Работая на очередном колодце на проезжей части проспекта Ленина, они вскрыли и оставили колодец открытым на 30 минут, согласно инструкции. После один из специалистов спустился для осмотра и поднялся обратно. Предполагается, что в промежуток времени между первым и вторым спуском в колодце скопился газ. В результате находившиеся под землей два работника водоканала погибли. Следователи немедленно выехали к месту происшествия. Работу следственно-оперативной группы возглавляет руководитель следственного отдела по городу Якутску регионального управления СКР. Следователи приступили к проведению осмотра места происшествия, допрашиваются лица из числа работников акционерного общества «Водоканал». Изучается техническая и иная документация. На месте происшествия также работают следователи-криминалисты регионального управления СКР. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. Расследование уголовного дела продолжается. 46 новых природных пожаров обнаружили в Якутии за сутки, сообщает авиалесоохрана. Однако столько же ликвидировано. А всего на территории региона действует 314 возгораний. Борьбу с огнем ведут более 2200 человек и 150 единиц техники. В Горном и Мегино-Кангаласском районах работают специалисты регионального управления МЧС России. На территории Мирнинского и Кобяйского районов отработала авиация ведомства. На кромке природных пожаров произведено 39 сбросов и слито 287 тонн воды. Сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории 13 районов. На особом контроле 4 природных пожара у сел Ударник, Уолба, Эльдикан и Телеги. А у населенного пункта Уолба в Татинском Улусе временно закрыто движение на участке трассы Колыма. Всему виной пожар в придорожной лесной полосе, задымление и ограниченная видимость. В настоящее время на месте дежурят представители дорожных служб и ГИБДД. Упордор-Вилюй и просит автомобилистов воздержаться от поездок по данному направлению. В пенсионном фонде разъяснили, как самозанятым получить пенсию. Первый вариант – не платить в пенсионный фонд ничего и получать социальную пенсию. Но нужно помнить, что она назначается позже страховой, ее размер существенно ниже. Второй вариант – если у человека ранее, до того, как он стал самозанятым, был наработан стаж и хватает пенсионных баллов, тогда он уже может претендовать на страховую пенсию. Третий вариант – самозанятый может вступить в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию для уплаты страховых взносов в ПФР. Это формирует страховую пенсию. Глава Якутии поприветствовал участников заседания Комитета старших должностных лиц Арктического совета. Первое официальное мероприятие председательства России в Арктическом совете проведено на площадке постпредства Якутии при президенте. В своем выступлении Сэн Николаев отметил, что продвижение интересов России и региональных проектов являются приоритетными направлениями деятельности правительства Якутии с вовлечением общественных объединений, научных кругов и бизнес-сообществ. Пользуясь возможностью, руководитель республики пригласил коллег принять участие в работе форума в удобном для них формате. Продолжается работа Всероссийского научного форума «Актуальные проблемы и перспективы развития геокриологии». Мероприятие в очно-заочном формате проходит в столице. Участие в нем принимают 140 молодых мерзлотоведов, как из российских регионов, так и из США, Китая, Англии, Индии и других стран. Помимо научной конференции, организаторы запланировали и полевую школу-семинар, которая пройдет на Кызылсырских Тулуканах Вилюйского района. Помимо этого, в мероприятии принимают участие и промышленные компании, для которых изучение вечно мерзлотных грунтов – одна из важных составляющих работы. ЕТЭК, в первую очередь, конечно же, мы поддерживаем научное сообщество в части геологии, изучение, скажем так, геологического изучения наших недр. И если мы говорим о геокриологии, то
это еще одно направление, которое также мы поддерживаем, потому что, как сказал, наша стройка, наше водоснабжение, наше бурение, это все лежит, так сказать, в створе знания, и связанного и с этой наукой, помимо геологии. Студенты Северо-Восточного федерального университета, прошедшие вакцинацию от коронавируса, получат материальную помощь в размере 3000 рублей. Об этом проректор по внеучебной работе и молодежной политике Александр Ильин рассказал нашему каналу. Зачисление денежных средств на счета студентов начнется с начала июля. Как уточнили в пресс-службе вуза, вакцинация студентов началась с февраля. На данный момент продолжается вакцинация как среди студентов, так и среди сотрудников. Соблюдаются все меры безопасности. Отметим, в СВФУ обучается свыше 19 тысяч человек. А ученые СВФУ изобрели формулу антибактериального туалетного мыла с содержанием экстрактов полыни якутской и тимьяна ползучего, сообщает пресс-служба вуза. Отмечается, что мыло уникально наличием активного состава растительных экстрактов с научно доказанным трансдермальным эффектом. По словам ученых, мыло обладает антибактериальной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, которые снижают риски возникновения негативных дерматологических проявлений. Разработки получили российский патент, они будут монетизированы летом этого года. Средняя цена такого мыла может составить 400-500 рублей за 100 граммов. В планах также создание эксклюзивного скраб-мыла со стружкой из мамонтовой кости. К отоплению подключат ряд объектов в Алданском районе в этом году. Как сообщает Теплоэнергосервис, в поселке Нижний Куранах к теплу и горячему и холодному водоснабжению, а также водоотведению подключат 3 многоквартирных жилых дома. В Алдане подключат многоквартирный жилой дом и спортивно-оздоровительный комплекс «Энергетик». Кроме того, централизованное теплоснабжение появится в школе на 60 мест в селе Ючугей в Эмиконском районе. Также теплоэнергетики продолжают отрабатывать заявки на технологическое присоединение частных домов к тепловым сетям. По итогам повторных лабораторных исследований качество воды на территории пляжа 202-го микрорайона соответствует требованиям Санпин. Излюбленное летнее место отдыха горожан официально еще не открыто. Как отметили специалисты, все будет зависеть от получения разрешения столичного оперштаба. Тем не менее, подготовительные работы уже начались. Подробности у Александра Нестерова. Набережная городского пляжа переполнена отдыхающими. Спасаясь от летнего зноя, сюда идут и млад, и стар. Пляж еще официально не открыли, но подготовительные работы уже начались. А в первую очередь это уборка мусора. С утра приходим, уборку сделаем. Также везде сразу просматриваем, чтобы и песок был, соответственно, чистый, без стекла, без ничего. В этом году городской пляж традиционно будет обслуживать МУП «Городские бани». В прошлом году из-за пандемии официальное разрешение на открытие было получено только 11 июля. В этом году чуть пораньше. Если оперштаб даст разрешение, начало работы запланировали на 1 июля. Получили в соответствии заключения с Роспотребнадзора дноуглубительные работы, то есть очистка дна мы городского пляжа провели. На сегодня практически готовы. Ждем решения оперативного штаба города Якутска. Проверили санитарное состояние водоема и специалисты Роспотребнадзора. Положительное заключение на соответствие нормам получено только со 2-го раза. По итогам повторных лабораторных исследований качество воды на территории пляжа 202-го микрорайона соответствует требованиям Санпин по окружающей среде. Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии пляжа на 202-й микрорайон выдано. Мониторинг проводился и по 16 другим столичным несанкционированным местам для купания. Всего по этим водоемам было отобрано 75 проб, в 5 из которых вода не соответствует по микробиологическим показателям. Это в районе Ботанического сада в озере Тыкёль, озеро Сергелях по Сергеляхскому шоссе 6-й километр и 8-й километр, в озере Чучур-Муран и озере в Зеленом Лугу. По санитарно-химическим показателям вода не соответствует в озере на местности Юсхатын. На пляже установят 5 биотуалетов. Из-за ограничительных мер по ковиду в этом году не стоит ждать зонтов и лежаков. Главная задача работников пляжа в текущем сезоне – организовать чистоту и безопасность на берегу. Последний пункт оказался одним из самых главных желаний и самих отдыхающих. Во-первых, дети не утонут, потому что будут спасатели, они увидят. Потом чисто, ноги никто не поранит. Плюсов очень много. Вот видите, дети купаются, и если спасатели будут еще, то лучше будет. Будем спокойно ходить, не будем бояться, что запрещено там и все такое.
4500 квадратных метров купальной территории пляжа будут мониторить 9 человек спасательной службы. Они будут сидеть на 2 таких вышках с самого утра и в случае необходимости будут готовы оказать первую помощь. Александр Нестеров, Ульяна Шагина, Семен Семенов, Якутск. Говорят, летом от мороженого не полнеют, а еще это лакомство полезно. Белок, витамины и микроэлементы. Известно, что мороженое закаливает горло, поэтому подойдет в целях профилактики ангины. А еще спасает от жары и поднимает настроение. Продолжит тему Катерина Винокурова. Лето, жара, каждый третий с мороженым. За что вы любите мороженое? Ну, потому что оно вкусное, охлаждает в жаркую погоду. А ваше любимое какое? Пломбир классический. Оно реально охлаждает. Ну, летом оно вкусное, холодное. А ваше любимое какое? Ну, как раз таки любимое это стаканчик, пломбир. Ксения подрабатывает продавцом мороженого. Деятельность ей по душе. Ведь, как признается девушка, одно удовольствие – дарить радость людям. Мне нравится дарить детям радость. Они всегда очень радуются. Не только дети, но и взрослые. А у вас какое самое любимое мороженое? Или вы не любите мороженое? Ну да, я сама не люблю мороженое, но могу иногда и съесть. Переели, да, в детстве? Да. И как же не переесть, ведь сегодня выбор охлаждающего лакомства настолько велик. Хочется попробовать всего. Стаканчики, рожки, эскимо, фруктовый лед. Чувствуете? Настроение уже поднимается. Достаточно пару укусов, и кажется, что даже сил становится больше. А почему так происходит? Мороженое – это прекрасный способ дополнить рацион белками, жирами, углеводами, кальцием. Но это не означает, что данный продукт стоит рассматривать как основной источник данных веществ. Мороженое следует дополнять в рацион исключительно как десерт. Помимо того, что мороженое вкусное и поднимает нам настроение, так оно еще и закаляет горло. Мороженое можно потреблять детишкам, ну и взрослым, у кого гипоангина. Из-за выраженной болезненности в области горла детишки могут отказываться от пищи вообще. И тогда мы иногда предлагаем родителям немножко растопить мороженое и дать в качестве местного анальгезирующего продукта и как дополнительный источник энергии. За что еще мы любим мороженое? Оно возвращает нас в детство, в то самое время, когда все спокойно, радостно и беззаботно. За удивительный вкус и за кусочек зимы, даже в самое знойное лето. На этом выпуск подошел к концу. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.